Доброе утро, друзья. И петухи мои вас приветствуют. Все время у меня на втором фоне бывают. Ой, пришла сейчас, зашла в огород. Дождик немножко прекратился, всю ночь лил. Мокро, сыро, холодно. Прям, я не знаю, как будто вот поздняя осень. Такая температура холодная у нас. Огурцы уже созрели. Хочу вот быстренько, наверное, сорвать их, чтобы сегодня надо поехать. Завтра выходит замуж дочка, племянница моего мужа. И вот моя дочка звонит: мама, давай со мной поедем. А ее туда позвали, чтобы она готовила там мясные блюда, салатики, ну, помогать. Мне что-то, если честно, сегодня и не очень-то хочется туда ехать. Ну, как не хочется. Дело в том, что много делов, и с мамой никого нет дома. Сестра сегодня на работе. И не знаю, вот как ее оставить. Тем более погода такая. Когда вот такая погода, у нее что-то ей совсем не очень-то хорошо бывает. Ну, посмотрим. Может быть, поеду, может быть, нет. Но вот пока дочка не приехала, быстро нарву огурцы. Сделаю свои дела. Но, скорее всего, огурцы уже все накроются, потому что такие ночные холодные погоды, они вообще не выдержат. А так, вроде, видите, концы зазеленели. Если бы вот погода сейчас не испортилась, они бы еще работали. Потому что и концы зазеленели, и вот такие вот огурчики есть. Ну, что поделать. Вот заказы я вроде бы все отдала. Для себя посолила. И у меня вот единственный еще один заказ остался. Заловка моя старшая звонила, ей нужны огурцы. Ну, вот, наверное, вот эти быстренько соберу до приезда дочери. И все. Вот так вот, друзья, ну не знаю, так обычно вот так холодно бывает где-то в конце сентября, наверное, не раньше. И то не бывало так. Ну, может быть, еще будет тепло, конечно. Но в этом году, в действительности, погода какая-то странная очень. Началась весна холодная, с дождей, с этих града. И вот сейчас так холодно. Видите, ну красивые, прям вот идут зеленцы прям сверху. Но мне не кажется, что они будут долго держаться, если будет такая погода. Надо посмотреть в интернете, я не смотрела, долго ли такая погода будет. У нас обычно говорят, когда вот свадьба, выходит замуж или женится, что они, ну, или невеста, или жених ели с кастрюли, поэтому дождь идет. Я вчера ночью дождь начался, и про себя еще думаю, по-моему, они не с кастрюли, они с ванны ели, что ли. Такой сильный дождь, не переставая лил. Вот видите, огурчики какие. Я, наверное, вам надоела со своими огурчиками. Вот так вот, друзья, фасоль еще спаржевая. И вот, друзья, все-таки я приехала на подготовительный процесс к свадьбе, к своей заловке. Идет вовсю подготовка, чистят кур, чистят картошку. Это все к завтрашнему дню. И вот моя самая любимая заловка тут прям делает вид, что что-то тут делает. Я болею. Я болею, да? Делает вид, что работает. Я болею. Погода такая нелетная. Вот такой вот подготовительный процесс, пока идет к свадьбе, ставятся столы.
جيلي خدي ده أنا حشكة عنش. إشغالها أختك حتى في ديز. Вот так вот пока. Все в подготовке только. Завтра уже с утра будут накрыты столы. И я вам покажу. Как я сказала, тут выходит дочь замуж. У нас по нашим обычаям, наверное, в принципе, основные знают, что на свадьбе невесты родственников жениха не бывает. Ни перед свадьбой, ни в день свадьбы. Только те, кто приезжают именно за невестой, и то они в дом не заходят, приезжают во дворе, здороваются, и, в принципе, и садятся там старики во дворе, и забирают невесту и уезжают. Заходить иногда заходят, когда вот сватовство бывает только в этот день сделано. Вот тогда уже старики заходят, читают маулид, едят, и потом уезжают вместе с невестой. А так обычно происходит свадьба так, что родственники жениха у себя, родственники невесты у себя. И невесту забирают со свадьбы одну, с ней никто не едет на свадьбу. Туда, к жениху, никто не едет, только одна невеста. И поэтому, в принципе, ингушским девочкам, ингушским невестам очень сложно сразу же в первый день попасть в чужой дом, в чужой, никого не зная, если только знают именно своего жениха. И причем и жениха они видят только уже то ли на второй, то ли на третий день только. Вот так вот у нас такая вот свадьба бывает. Ну, по ходу я вам покажу дальше. Так, основное приданое уже увезли. Сегодня суббота, приданое увезли в пятницу. Тут вот у нее завтра с собой она заберет вот эти вот чемоданчики, там подарки, остаток, чтобы совсем без ничего невеста не ехала. Некоторые вещи остаются, а основное, все приданое, забирается в пятницу. Мама, как всегда, и здесь тоже со своими фирменными салатами в своем репертуаре. Так, столы накрываются. Почти все. Просто мясные блюда еще не поставлены. Торты не поставлены. Это будет утром все накрыто. А так, чтобы было утром легче, девочки вот так вот подготовили все. Столы накрыты во всех комнатах. Это для женщин. Для женщин. А для мужчин уже отдельный дом у соседей освободили, и будут мужчины там. Потому что на свадьбах, на ингушских свадьбах очень много бывает гостей, что в одном дворе не помещаются просто. Ну, вот так вот, субботний вечер, вернее, субботняя ночь перед свадьбой. Хлопоты. Так, это наряд невесты. Красота. Завтра покажу уже невесту вам.